Дарить, не дарить, дарить, не дарить. А, вы уже здесь? Дарить или не дарить? Вот в чем вопрос. Извечный вопрос для мужчин. Как оказать знак внимания своей даме? Что подарить? Какие букеты преподносить? И какими подарками закидывать? Об этом и будет наш сегодняшний выпуск бородатых советов. Как и насколько дорого нам обходится любовь наших женщин. Поехали! Мало какие девушки не любят цветы. Очень мало какие. Цветы – это знак внимания, цветы – это знак прекрасный. Это весна, это любовь, это эмоции, это ароматы, это воспоминания. Поэтому первым делом мы сегодня выбираем цветы. Какими цветами покорить девушку? Ну, розы это вообще-то как королева цветов. Но большинство девушек любят розы. Классика. А вот смотрите, я обратил внимание, стоит по мне очень замечательная, великолепная корзина с шикарнейшим букетиком. Это Вот. очень модно, между прочим, композиция. Они там Композиция. губка, да. Ее и воду не надо менять. Положила. Просто я преподнес этот букет, и по мне, честно говоря, очень изящно и очень аккуратненько. Так. Смотрите, еще розочка, которая стоит 5 лет. 5 лет. Да. Убейте меня. Да. Каким образом она 5 лет стоит? 5 лет. Она искусственная? Нет, живая. Она живая. И она стоит 5 лет. 5 лет. Гарантию даем. А за счет чего они стоят 5 лет? Стабилизированные розы. Стабилизированные. Вы уже расстались, развелись, разделили имущество, а она, зараза, стоит. Понимаете? Круто, круто. Лично мое мнение, я очень люблю полевые цветы, букеты. Простые, но они, по-моему, намного душевнее получаются. Процесс начинается. Сейчас мы соберем небольшой букет. Я думаю, мы на нем же и остановимся, потому что я вот смотрю, и я прям вижу, что, получается что-то прям очень красивое. Жалко, нельзя передать ароматы, которые разносятся по этому помещению. Такие люди, они счастливые, наверное, самые счастливые, потому что они круглый год в лете. Я думаю, девушки будут довольны. Конечно. Ну, не девушка, одна, она у меня одна. Одна девушка, только девушка. Поехали дальше. Мы перемещаемся с мира ароматов натуральных и естественных в мир ароматов не менее прекрасных, но уже сотканных руками человека. В этом мире есть свои прекрасные феи, в данном случае это Наталья. Как же выбрать своей любимой, или вот не любимая, а которая любимая, но не та любимая, которая главная любимая, а вот чуть другой любимой, да? Ну, неважно. В общем, как им выбрать всем правильный парфюм? Я правильно сказал? Парфюм, да? Парфюм. Вот, видите? Не духи, не туалетная вода. Что сейчас популярно? Что сейчас предпочитают девушки? Что сейчас нужно выбирать человеку такому, как я, который вообще не понимает, что такое женский парфюм и думает, что девушки настолько прекрасны, что вы так пахнете просто от природы, шикарно. Мы всегда стараемся показывать более универсальные ароматы, классические. Эти ароматы у нас бывают более свежие, цветочные, легкие, ненавязчивые. Такие ароматы, которые, в принципе, могут понравиться любой девушке. Я вот сейчас вот так делаю, как будто я что-то понимаю. Да, сделаем вид. Эти нотки цитруса. Фруктово-цветочная композиция. Да, вот я только это хотел сказать. Да ладно! Вот, честно говоря, у меня такое ощущение, что вот здесь вот на эту бумажку сейчас вылили просто, выжали лимон. Просто лимон взяли и выжали. И вот оператор, да? Еще один из популярных любимых ароматов среди девушек, который нравится практически всем мужчинам, которым мы демонстрируем так, аромат. все Это мужчины. Гусар Дидона, именно в туалетной воде. Блин, он сладкий. Он приятный. Он напоминает мне мою будущую. Она на нее похожа.
Также вы еще не определились пока с тем ароматом, который Я вам еще не понравился. определил. Предлагаем вам послушать кофе. Молчит. Да ладно, я знаю, что значит слушать. Нюхать надо просто. Это по-умному слушать. Дальше у нас идет один тоже из популярных и ходовых ароматов Dolce Gabbana Императрица. Здесь уже аромат будет немного слаще. Дольче Габбана Императрица. В создании участвовала Аллегрова. Будуар императрицы повидал немало на своем веку. Ну, вот сразу видно. Вот запах старой опытной женщины. Я шучу. Ну что вы на меня так смотрите? У многих вот таких, как я, сельских, да, туалетная вода. Туалетная вода? Что-то разница. Скажите мне, пожалуйста, вот в чем разница? В парфюме, если сравнивать в процентном соотношении эфирных масел и вытяжек из экстрактов, намного больше, чем в туалетной воде. Итак, ребята, резюмируем. Если вы дарите подарок своей первой любимой женщине, главной, скажем так, можно ей подарить более стойкие ароматы, туалетные воды или парфюмированные воды, где количество парфюмерных масел, соотношений больше. А если мы дарим подарок не самой главной любимой женщине, и чтобы потом, когда мы от нее уходим к главной любимой женщине, от нас не пахло нелюбимой женщиной, вот, сильно, мы дарим парфюм с содержанием масел меньшего количества. Запомните, это вам мой лайфхак. Допустим, я, если бы олигарх, что я могу взять, чем я могу удивить таким, можно сказать, эксклюзивным парфюмом, дорогим? То есть, если мы берем классические ароматы, которые я показывала вам в начале, то здесь цена будет варьироваться от 2 до 4,5 тысяч. Это недорогие. В зависимости от объема, то есть это идет 30, 50, 100 миллилитров. Чем больше объем, тем выше цена. Пошли отсюда. Это они недорогие считают. Уходим. Это понятно. А вот то, что вы говорили, вот премиум сегмент, это? Это в основном идет от 9,5 и выше, то есть, ну, как бы край это 14 500, именно то, что у нас представлено в сети. Ребята, мы точно хотим подарки им делать, а? Вот в плане духов. Там ромашки на поле начали расти, а? Пойдемте-ка туда. Шутка. Будете мужчинами. Какой вы будете покупать, зависит от того, насколько хорошо вы относитесь к своей любимой. Ну и опять-таки, насколько хорошо вы ее знаете. Ребята, знайте своих девушек, любите своих девушек, цените своих девушек. Дарите им прекрасные ароматы и прекрасные впечатления. Сделать хороший подарок, еще нужно хорошо и красиво его упаковать. Потому что обвертка, как вы понимаете, особенно для девушек, она немало важна. Представьте, что подарок делают вам. Как максимально красиво, изящно его... Ой, боже мой, какая она прелесть! Допустим, предварительно можно упаковать сам подарок в бумагу, в ленту, положить его в коробочку, что будет интригой для того, кто получает изначально. Подарок будет интригой, открыть коробку, посмотреть, что же там, еще распаковать эту коробку, и вот тогда удивиться вашим замечательным подарком. Потом распаковать здесь, а там записка «Хрень тебе». Вот вариант шкатулки. Мало того, что это интересная коробка, как шкатулка, она потом пригодится девушке для чего-нибудь, для своих, для бижутерии, для косметики, для всего чего. Как вариант. Предусмотрительные девушки. У нас есть бумага, она используется в качестве наполнителя, чтобы заполнить как раз-таки вот эту пустоту. Ну это же дешево. И еще у нас есть очень много аксессуаров. Интересных и красивых, оригинальных. Вы можете заполнить ваш подарок как сладостями, лепестками роз, живыми. Можно даже оформить разными. О, а вот это уже красиво смотрится. Будет очень оригинально, красиво и интересно. То же самое у нас есть всевозможные ангелочки. Вот, допустим, вот. Боже мой, какая прелесть. Будет вот прям нежно-нежно. Бусы различные всевозможные. Посмотрите, как нежно, красиво, вот прям я как для себя.
А намеки-то продолжаются. Помимо того, что вы, допустим, оформили коробку внутри, сделали наполнитель, наполнили ее всем возможным интересным, красивым. Дальше мы упаковываем, естественно, саму коробку. Это еще не конец. А нужно ли упаковывать саму коробку? Саму коробку. Ее можно как оформить в бумагу, точно так же можно оформить лентой. Красиво бант. Вот что-то такое можно сделать. Можно. Это интересно. После оформления коробки, вы же ее в руках, чтобы вам было удобно преподнести коробку, я вам предложу различные пакеты, куда вы упакуете свою коробку подарочную. То есть, слушай, берем парфюм, упаковываем его в бумажку, потом парфюм кладем в коробочку, коробку наполняем, потом закрываем коробочку, украшаем коробочку. Украсили коробочку. Что нужно сделать? Нет, не угадали, не дарить. Нужно коробочку положить в пакетик. Пакетик тоже красиво украсить, упаковать. Пакету и потом можно что? приобрести замечательные шарики, например, с признанием в любви. Почему Пакету бы нет? шарик приобрести, понимаете? И все это только для того, чтобы сказать ей: отстань от меня, не хочу я больше с тобой общаться. Прекрасный подарок требует не менее прекрасной упаковки. Все выглядеть должно красиво, все выглядеть должно изящно, но ни в коем случае, ребята, мой вам хороший совет: не делайте из вашего подарка цыганского коня. Подарок от души, подарок с любовью, подарок с перспективой.